Доброе утро. На календаре 12 января, среда сегодня у нас третий рабочий день недели, середина рабочей недели. Это очень приятно, потому что среда, как многие говорят, это маленькая пятница. И в связи с этим рады еще больше вас приветствовать, дорогие телезрители. Телеканалы Якутия-24, НВК Саха. Утро Якутии с вами. А в этом утре мы, Полина Долинская и Павел Танин. Друзья, в это утро мы обязательно поделимся с вами очень полезной информацией, которая в каждом найдет свой отклик, потому что мы старались для вас и пригласили хороших гостей, подготовили интересные темы для того, чтобы задать вам настрой на весь день, чтобы утро было не только веселое, но и полезное. И, кстати, многие знают о том, что можно диагностировать некоторые заболевания своего взглянув организма. на язык. Да, взглянув на язык. И сегодня мы с вами поделимся секретами, как распознать какие-то там первые признаки. Те или иные заболевания. Ну, продолжая тему здоровья, придет сегодня к нам в гости лор-врач, расскажет, как же правильно ухаживать за своими ушами, чтобы серьезных проблем со слухом, непосредственно с органом слуха, не произошло у вас. А также сегодня мы расскажем вам про чайные традиции, откуда вообще берет свое начало именно культура чаепития. Ну а гость нашей студии, Чуши Матиос, студент из Замбии, он расскажет нам о блогерстве, а также расскажет много интересного. Также не забывайте, что работаем мы в прямом эфире. В этом эфире вы можете принять участие при помощи нашего WhatsApp номера 8 914 273 4488. Отправляйте свои поздравления, пожелания доброго утра, какими-то приятными своими моментами жизни можете поделиться, рассказать о приятных событиях. Мы обязательно все это зачитаем и озвучим. Также у нас есть страница в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Смотрите нас в прямом эфире на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Повторы вы всегда можете посмотреть на нашем YouTube-канале, а также смотрите нас даже далеко от дома через приложение НВК Саха. Ну что ж, не будем, как говорится, долго затягивать. Вчера была теплая погода в Якутске. Узнаем, какая погода может нас ожидать сегодня. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 35-40 градусов мороза. В Заречной группе минус 32, минус 41. В это утро в Алдане минус 23, а в Нерингре минус 37. В Вилюйской группе минус 26, минус 40. В Нижнеленских 30-32 градуса мороза. В Западных 21-34 ниже 0. В Колымо-Индигирской группе улусов минус 26, минус 38. В Янских 27 градусов мороза, в Батагай-Алыта и минус 37. На северо-западе минус 21, минус 30. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 37 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба штиль. В течение дня синоптики обещают небольшой снегопад. Ветер юго-западный подует с порывами от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 31, минус 33. Ну что ж, в столице региона оттепель небольшая, временная она или нет, мы не знаем. Тем не менее, она продолжается. Это повод порадоваться. Но, тем не менее, морозы – это не всегда плохо, потому что иногда морозы могут явить поистине красивую, удивительную картину. Так произошло в США. Там из-за сильных морозов и шторма, прошедших на северо-востоке страны, в начале января озеро Мичиган покрылось ледяными блинами. Благодаря редкому стечению природных факторов, таких как сильные ветры, большие волны и нестабильная температура воздуха, на водной поверхности образовались круглые тонкие льдины величиной с ладонь. Ледяные блины у берегов наблюдали жители штатов Иллинойс и Мичиган. В социальных сетях появились фото и видео этого редкого природного явления. Известно, что такие круглые льдины появляются, когда волны разбивают ледяные щиты на мелкие куски, и дрейфующий лед обтачивается в воде. В результате получаются удивительно круглые блинчики, которые иногда могут достигать в размерах до нескольких метров. Вот, опять же, действительно, природа, даже если погода достаточно неприятная, она в конечном счете может родить вот такой красивейший вид, неповторимый и немножко странный, казалось бы. Как говорится, у природы нет плохой погоды. И, кстати, друзья, напоминаем о том, что хоть у нас и оттепель в нашем городе, вообще во многих районах нашей республики, не забывайте, выходя из дома, брать
перчатки и варежки. Берегите свои руки. Между прочим, по рукам, а особенно по ногтю, можно определить состояние здоровья. К примеру, если появляются на них белые пятна, это говорит о том, что в организме не хватает цинка или кальция. Да, помимо всего прочего, за ногтями, в принципе, обязательно нужно ухаживать зимой, потому что достаточно важная часть. Вот вы, опять же, учитывая эту информацию, что по ним можно определять какие-то неполадки с своим здоровьем, за ногтями нужно следить, за ними нужно ухаживать. Ну и подробнее полезные советы об уходе за ногтями узнаем сейчас. Зимой из-за витаминоза ногти становятся ломкими, начинают слоиться. Как с этим бороться? Прежде всего, не стригите ногти. Режущие инструменты вредят ногтевой пластине. Лучше всего лишнюю длину спилить. Подойдет любая пилка, желательно стеклянная, но ни в коем случае не металлическая. Она разрушает хрупкую ногтевую пластину и усиливает расслоение. Обратите внимание на зернистость. Чем она выше, тем бережнее работает инструмент. Плавно ведем от одного края ногтя до другого. Места, где ноготь врастает в кожу, не трогаем. Раз в неделю хорошо делать солевые ванночки. Это приятный и довольно эффективный вариант ухода. Морская соль насыщает ногти полезными минералами, укрепляет и ускоряет их рост. Для дополнительного эффекта в ванночку с теплой водой и солью можно добавить пару капель эфирного масла или лимонный сок. Они позволят отбелить ногти и остановить расслоение. Затем наносим лечебный лак. Если дома есть рыбий жир в капсулах, отлично. Наносим его вокруг ногтя. Благодаря такому уходу они станут крепче и не будут слоиться. Вот говоря про определение состояния здоровья по каким-то внешним факторам, ногти, как только что это было, еще один пример замечательный – это язык человека. И я думаю, многие люди старшего поколения, они до сих пор еще помнят, как раньше при приеме к врачу, педиатр, как правило, он в первую очередь просил показать язык. И потому что по его состоянию тоже можно определить, есть ли какие-то внутренние проблемы у организма. Еще по-другому говорят, что язык – это зеркало здоровья человеческого организма. Сейчас, конечно же, такую практикуют, именно вот такую практику, ее используют не все доктора. Но, тем не менее, все-таки не стоит забывать о такой важной и, самое главное, простой диагностике. Язык – один из важнейших органов в организме. На нем расположены рецепторы, позволяющие распознавать все оттенки вкуса продуктов, попадающих в ротовую полость. Так, например, язык здорового человека должен быть бледно-розовым. Именно это принято за норму. В случае, если на языке есть белый налет, можно говорить про грибковое поражение организма или нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Язык серого цвета обычно является следствием хронических патологий. Ярко-красный укажет на инфекционные и воспалительные процессы в организме. В случае, если красный цвет имеет оттенок алого, врачи заподозрят проблемы с кровеносной системой. Бордовый отлив – яркий признак острого инфекционного процесса. Бывает и так, что цвет языка меняется вплоть до синего и фиолетового. В этом случае говорят о проблемах с легкими или тяжелых почечных недугах. Пожелтение языка – это не только характерная особенность заядлого курильщика, но еще и сигнал о проблемах желудочно-кишечным трактом. При недостатке витаминов в организме человека язык и вовсе может потерять цвет. Особое значение имеет и вид налета на языке. Так, если тот тонкий, значит заболевание находится на начальной фазе. А если жирный и толстый, то проблема, скорее всего, кроется в патологиях желудочно-кишечного тракта. Пятнистый и фиолетовый налет указывает на развитие застоя крови. Наличие глубоких морщин и трещин, расположенных поперек, должно насторожить и отправить к неврологу. Как правило, такая проблема проявляется при предрасположенности к сосудистым нарушениям мозга. Язык может даже указать и на серьезные сердечные и сосудистые проблемы, которые нередко могут протекать без каких-либо симптомов.
Многие, наверное, из вас помнят, как мама в детстве просила вас надевать шапку, а мы еще вредничали, потому что шапка была не особо модная. Но при этом проблемы с ушами, горлом и носом занимают первое место по популярности среди современных недугов. К самым распространенным болезням своего профиля отоларингологи относят ангину, отит и ринит. Потеряв слух, человек еще при этом лишается 20% информации об окружающей нас среде. Ну, скорее даже о приеме информации, потому что 20% это через слух мы немножко получаем. Сегодня у нас в гостях врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Аина Местникова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, действительно, нельзя недооценивать важность для здоровья человека именно вот этой ушной части, ухо, горло, нос. Какие вообще сегодня, мы уже сказали, ангина, риниты, отиты, какие-то, может быть, еще есть распространенные заболевания в этом профиле? Огромное спасибо за такое интересное начало сегодняшнего моего рабочего дня. По поводу отитов я бы хотела с вами поговорить. Заболевание уха это называется отиты. Отиты чаще всего бывают наружные и средние. У наружных есть некая сезонность, то есть когда купальный сезон, грязная водичка, люди купаются, появляются наружные отиты. То есть летом тоже можно заболеть? Летом, конечно, можно заболеть. Летом другая проблема – кондиционеры. А сейчас, так как зима, у нас сезонность ОРВИ, и появляется насморк. И из-за насморка у нас бывают средние отиты. И вот о средних отитах я бы хотела немножко поговорить. Средние отиты – это проблема, конечно же, чаще всего детишек. Так как я детский лор-врач, эта проблема есть, и она сейчас стоит остро. То есть родители, дорогие, лечите своевременно насморк. То есть насморк – это уже звоночек хороший. Да, если своевременно вы лечите насморк, то, как правило, до отита дело может и не дойти. Ну а если вдруг дошло дело до отита, до среднего, да, куда обращаться в первую очередь? Через терапевта или сразу к лор-врачу? К лор-врачу. Можно обратиться к лор-врачу в поликлинику по острой боли, без талона, и так вы попадете на консультацию. Наш медцентр тоже принимает. Я работаю в Национальном центре медицины. После 4 часов у нас экстренное обращение граждан. Но тема действительно полезная, друзья, так что оставайтесь с нами. Мы буквально прервемся на пару минут и продолжим, а также узнаем о том, как беречь свое здоровье и здоровье своих детей. Ну и, конечно же, об уходе именно за органами слуха мы поговорим после небольшого перерыва. Это «Утро Якутии». Перед нашей паузой мы начали разговор об уходе за органами слуха, за болезнями распространенными, связанными именно с ушами. У нас в гостях Аина Местникова, кандидат медицинских наук, хирург, оториноларинголог, причем детский, как мы это выяснили. Ну вот мы уже поговорили о том, что есть разные формы отитов, поговорили о среднем отите, который можно, в принципе, запустить от насморка, уже пойдет осложнение на средний отит. Но сейчас хотелось бы поговорить именно как правильно ухаживать за органами слуха, как не допустить заболевания органов слуха. Вообще, по поводу ушной серы стоит поговорить. Ни в коем случае, ни детям, тем более, ни взрослым не надо чистить ушную серу с помощью воска. В аптеке продаются вот эти ушные свечи, которые ты там поджигаешь, и они как-то там запускаются, и сера, я не знаю, она каким-то образом то ли растворяется, то ли выходит. Вообще это все от лукавого. То есть прогрев ушей... Не надо, потому что бывают осложнения, когда приходит с воском в ушах, и это уже двойная проблема. По поводу чистить ушную серу, ее тоже самостоятельно не стоит, особенно ватной палочкой. Ватная палочка, она достаточно большая, тем самым вы еще глубже проталкиваете ушную серу, образуется ушная пробка, и уже появляется боль, может появиться отит, и вы приходите к лору совсем... Что делать-то тогда? Уши-то чистить Вы приходите... Да, еще в зависимости от ушной серы, то есть у кого-то кожа жирная, ушная сера образуется чаще, это не патология, это вот просто особенность твоя такая. Индивидуальная особенность Да, у кого-то кожа сухая, у кого-то она
грубо говоря, жирная. Сера тоже так же. Вы приходите к лор-врачу, и доктор Лор там сам чистит. Мгм. Поэтому диспансеризация один раз в год. Как часто? Один раз в год? Да, ну, в зависимости, опять-таки, от вашей ушной серы. Мгм. Но хотя бы один раз в год стоит посещать лор-врача. А детям? Также. То же самое, да. Мгм. Хорошо. А еще сейчас уже, наверное, с самого раннего возраста у многих появляются телефоны, где телефоны, там и наушники. Какие наушники лучше использовать? Наушники стоит использовать большие, которые прям непосредственно на ушную раковину садятся, потому что вот эти маленькие присосочки, они присасываются в наружно-слуховой проход, и тем самым звуковая волна крутится вот в этой герметичной полости и может оказывать повреждающее действие на слуховой нерв. То есть, ну, фактически звук, он постоянно находится внутри и бесперерывно оказывает Так на это и влияние. рассчитано, по-моему. А вообще громкость звука есть какая-то определенная? Громкость звука 60 дБ – это много. Все то, что ниже, это приемлемо, да. Мгм. То есть, в принципе, наушники никогда не нужно включать на полную громкость. Вообще. Ну, зря. Я Зря. всю жизнь жил неправильно. Мгм. Вот. Сейчас актуальная тема, ну, естественно, уже последние 2 года, сами понимаете, о чем мы, это коронавирусная инфекция. Оказывает ли на слух влияние именно коронавирус? Спасибо за вопрос. По поводу, если мы говорим именно о слухе, то поражение слуха коронавирусу маловероятно. свойственно. Да. Что мы знаем о коронавирусе? То, что он поражает обонятельные луковицы и тем самым вызывает отсутствие обоняния. И Мгм. как долго оно длится, у каждого зависит опять-таки индивидуально, и сейчас проводится по этому поводу много исследований. Каким образом мы можем проводить тренировку нашего обоняния. Мы берем самые резкие запахи, это типа кофе, и Мгм. пытаемся уловить что-то. И вот это и есть тренировка, которая... Это уже восстановление после Это перенесенной восстановление. коронавирусной Да, инфекции? да. Мгм. А многие все равно отмечают, что даже если запахи возвращаются, они возвращаются искаженными. Да, Как тогда бороться с этим? тут только время. Тут Время. Сейчас это Но со временем, в принципе, все равно все у нас на должно круги своя восстановиться, да. возвращается. А что касается горла? Для меня просто актуальный это как бы вопрос, проблема. Разговариваю много, иногда идет именно перегрузка на связке. Мгм. Как беречь себя? Как беречь себя? Знаете, я скажу, что сейчас открылся фониатрический кабинет в медцентре. До Мгм. этого не было, и теперь как бы каждый человек, взрослый и ребенок, может прийти на консультацию в Национальный центр медицины к фониатру. Как беречь себя, опять-таки, не переохлаждаться. Не переохлаждаться, соблюдать голосовой покой. В случае, если у вас уже есть ларингит, то все-таки стоит взять, наверное, больничный или как-то Немножко отдохнуть. немножко отдохнуть. А- И еще я хотела сказать, извините, что перебила, ни в коем случае нельзя говорить низко. То есть, когда горло болит, люди начинают говорить шепотом, но тем самым еще больше напрягают голосовые связки. А есть ли какая-нибудь, ну, допустим, спортсмены, как правило, вот когда занимаются, то есть мышцы напряглись, они потом какие-то расслабляющие душ, да, принимают, чтобы немножко напряжение снять. Растягиваются те же Для самые. голосовых связок нам, в принципе, это актуальный вопрос, да, есть ли для голосовых связок подобные какие-то методики, чтобы вот ты весь день работал, говорил, как-то ларингита у тебя нет, чем-то расслабить связки, как, может быть, есть какие-то гимнастики, методики. Голосовой покой. Просто Голосовой покой. И вот еще один такой вопрос. Все-таки зима холодно, подогреваемся мы обычно чем-нибудь там горячим чаем, горячим кофе. Насколько это полезно или же это вредно для связок? Для связок особого... Главное, чтобы оно не было холодным. Горячим оно тоже... Горячий чай, он тоже считается вреден. Почему? Потому что это вредный фактор к развитию развитию рака пищевода. Но это, как бы все знают, это орган немножко другой, но соседний. Поэтому от горячего чая, все-таки очень горячего чая, кипятка, стоит отказаться. Нужно всегда держать вот золотую середину, и все будет Хорошо. хорошо. Спасибо большое, что в эту студию в это утро пришли. Мы рады, что ваш рабочий день так необычно Необычно сегодня начался. Ну и благодарны за действительно полезные советы, важные, о том, как за здоровьем следить. И тем более для нас особенно важно горло, уши. Это то, чем мы зарабатываем. Спасибо большое, хорошего вам дня. Спасибо.
А прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они уже готовы рассказать о последних новостях в республике и за ее пределами. Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию последние события к этому часу. За прошедший год медорганизации, подведомственные Минздраву Якутии, оснащены оборудованием общей стоимостью порядка 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, в течение года закуплено медоборудование для борьбы с коронавирусом почти на 800 миллионов рублей. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения арктические районы оснащены медицинским оборудованием на сумму более 275 миллионов рублей. Для больниц закуплена медицинская техника, в том числе 8 рентгеновских томографов. 5 из них установлены в центральных районах больницах Тампонского, Горного, Намского, Усть-Алданского и Чурапчинского районов. Международный терминал аэропорта столицы республики должны реконструировать до 2024 года. Об этом заявил Айсен Николаев на рассмотрении предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества. На совещании основным достижением глава региона назвал завершение реконструкции аэродрома. Работы на участке длиной в 625 метров закончили 17 августа. По словам гендиректора аэропорта Сергея Игнатенко, кроме взлетно-посадочной полосы, ремонт проводили практически в каждом объекте комплекса. Как отметил Айсен Николаев, в 2024 году в Якутске могут пройти международные спортивные игры «Дети Азии». До тех пор международный терминал должен быть построен. 38 домов в микрорайоне Ханайдах в Ленске переведут на автономное газовое отопление. Переход от централизованного отопления для потребителей будет бесплатным. Расходы на себя возьмет республиканский бюджет и Саха-Транснефтегаз. Жителям Ханайдаха, которые подключатся к газовому отоплению, бюджет республики оплатит 117 тысяч рублей. 40 тысяч рублей компенсирует региональный оператор. В среднем по Якутии газификация жилого дома обходится в 157 тысяч рублей. Субсидия выдается на возмещение части затрат, необходимых для подключения жилого дома к газовым сетям. К данным затратам относятся работы по строительству газопровода внутри границ земельного участка, также приобретение, монтаж и наладка внутридомового газового оборудования, котел, плита, счетчик, радиаторы. Порядок выдачи субсидий гражданам на возмещение затрат, связанных с газификацией жилых домов, устанавливается постановлением правительства Якутии за номером 250. Минздрав Якутии напоминает жителям республики: единая информационно-справочная служба по коронавирусу продолжает работу по номеру телефона 122. Звонок сотовых операторов связи и стационарных номеров бесплатный. Следуя инструкциям голосового меню, можно получить консультации по вопросам здравоохранения, соцзащиты, психологической или волонтерской помощи. К другим темам – золото и серебро. Математики Северо-Восточного федерального университета завоевали призовые места Олимпиады Ариэльского университета. В Олимпиаде от университета приняли участие 5 команд. Третья стала победителем в командном соревновании и завоевала 2-е место в блиц-турнире. В состав команд в большей части вошли обучающиеся Института математики и информатики. Как рассказал аспирант института Егор Федотов, в командных соревнованиях ценится умение индивидуально решать олимпиадные задачи. А помимо отличного предметного знания, знание отдельных теорем и методов решения задач, которые слабо затрагивают на курсах высшей математики. Праздничные выходные жители Ленского района провели очень плодотворно. Для ленчан был организован большой выбор развлекательных программ и мероприятий. В библиотеках, музеях и все эти дни работала еще и горнолыжная база. Крытый каток, каток в городском парке, а также каждый мог выбрать себе занятие по душе. Очередной выходной день новогодних каникул, где его провести многие ленчане долго не думали и отправлялись на лыжную базу. Здесь после реконструкции произошли большие перемены. Появился новый теплый пункт проката, кафе, закуплен новый инвентарь. Сегодня народу достаточно, то есть даже очень много идет, спрашивает. В основном плюшки и беговые лыжи. И вот также у нас в прокате имеются горные лыжи и сноуборд. Горные лыжи, беговые лыжи, ботинки у нас новые пришли тоже. Более востребованы беговые лыжи и тюбинг, но скейтборд и горные лыжи предпочитают более смелые. Один из таких – Айдар Алексамов. Сегодня он впервые встал на лыжи. Молодой человек в восторге. От впечатлений еле перевел дух. Первый раз катаюсь на лыжах, на горных тем более.
очень захватывающе, очень понравилось. Буду приходить еще, учиться, тренироваться. А вот Александр Федотов с друзьями приехал на лыжную базу, чтобы покататься на тюбинге. Для этого развлечения обустроена отдельная гора и совершенно бесплатно предоставлен инвентарь. Мне вообще понравилось. Давно не катался уже, около года. Вот вернулись, посмотрели, многое, в принципе, изменилось. Вон построили здание, скатились с друзьями. Мне понравилось все. Около этого склона собралась огромная очередь. В основном, конечно, родители с детьми. Веселый смех и крики восторга, а у некоторых, скатывающихся со склона и страха, были слышны издалека. Адреналин в крови и красные разгоряченные лица, светившиеся радостью и счастьем. Еще одним любимым местом для отдыха линчан стал крытый каток. Желающих кататься на коньках тут всегда хоть отбавляй. Чтобы получить коньки, нужно выстоять большую очередь, но это никого не пугало. Екатерина Тарсевич сегодня впервые встала на коньки. Женщина пришла на каток с дочерью, которая терпеливо обучала маму азам фигурного катания. Девушки улыбались и шутили по этому поводу. Потом, взявшись за руки, вместе проехали первые круги. Ну вот, девочку, да, обучаем. И сама первый раз стала на катки прям вообще. Да? Получается? Не очень. У Екатерины, как у новичка, отлично все получалось. Она уверенно стояла на коньках, и ей удалось за 2 часа ни разу не упасть. Женщина осталась довольна и добавила, что теперь каждые выходные будет находить время выбраться на каток. А вот Ярослав Шафранский на коньках стоит уверенно. Может и показать несколько трюков. Он постоянный посетитель катка. Каждые выходные это интересно. Учусь кататься. Познаю катание, так сказать. Я прихожу с друзьями. Ну, кататься, так сказать, я не умею особо. Просто чисто прихожу для кайфа кататься. Как и прежде, прокат бесплатный. Коньки в наличии любого размера, от малышей до великанов. И хватает инвентаря для всех желающих. Да, инвентаря хватает. Практически получается то, что одни сдают, другие берут. И как бы у нас особо нет, что кто-то ожидал. А у нас прокат бесплатный. Наталья добавила, что посетителей очень много. Идут они с утра до самого закрытия. Работаем мы 2-ю неделю, посещаемость хорошая. Ребятишки ходят с большим удовольствием. Практически и все довольны, рады, веселые выходят. И туда заходят, у нас музыка хорошая. Вот, так что мы очень рады, и они рады нам. Ждали, кстати, очень долго, когда откроется. Еще один каток работает в городском парке. Его тоже облюбовали линчане. Здесь можно покататься под открытым небом. Играет спокойная музыка, а рядом работает кафе, где можно выпить горячий чай. Библиотеки в праздничные дни ждали своих читателей, подготовив для них новые произведения и обзор книжных выставок. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. Ну что, друзья, двигаемся далее. На календаре, как мы уже отметили, 12 января. Многие друзья, собираясь на работу, предпочитают взбодриться. Причем каждый для этого выбирает разные напитки. Кто-то предпочитает кофе, но давным-давно уже доказано, что, оказывается, помогает взбодриться на самом деле. И вообще тонизирует очень хорошо и полезен для здоровья именно чай. При этом я бы сказал, что не только про утро эта история, потому что чай можно пить и днем, и вечером, и различные вообще сорта существуют, различные вкусовые. Вот ты вообще чай любишь? Я люблю чай, чтобы он был вкусный, и я предпочитаю именно охлажденные чаи. Какие-нибудь с фруктовыми, во-первых, добавками. Ну, по сути, айс-ти. Да. Ну, вот это мне прям нравится больше всего. Да, а в чай. принципе, из таких топ-1, которые у нас на кухне всегда обязательно, это чай зеленый. Вот я, в свою очередь, скажу, что зеленые мне не очень нравятся, но мне нравятся листовые, заваривать разные чаи, пробовать. И пока что на данное время, из всего, что я попробовал, мне очень понравился чай. Я как-то приобретал его, пил дома. Чай с ароматом дымка, вот, который напоминает этот костровой чай. Да, вот он не в точности, но какие-то отдаленные отголоски, конечно же, есть. И вот именно костровой чай, мне кажется, это самый вкусный чай, который, во всяком случае, я пил в своей жизни. А сегодня как раз-таки и отмечают День Собственно, к чему мы об этом говорим? Да? Мы не просто так тут о жизни разговариваем. Да. А вот сама история чая, это открытие ему приписывают еще китайскому императору и отцу китайской медицины Шинь Нуну, жившему в Китае где-то в 2700 году до нашей эры. Он обладал обширными знаниями в области целебных лекарственных средств. Существует мнение, что история чая началась в тот момент, когда Шинь Лун, уставший от работы, решил вскипятить воду на костре и не заметил, как в нее упали листья с дерева. Выпив заварившийся напиток, он почувствовал бодрость и прилив сил.
Когда он понял, что нашел новое целебное средство, решил лучше изучить его свойства. После этого открытия китайцы начали активно изучать чайные растения и выращивать их. Одновременно с быстрым распространением и популяризацией чая в Азии вкусный напиток добрался и до России. Первыми чай в Россию привезли китайцы в 1618 году в качестве подарка царю Михаилу Федоровичу. Заварив чай, он был очарован получившимся напитком, и это стало началом торговли между двумя странами. Так началась история чая на Руси. Ну и продолжая эту тему, Павел, я хочу, и сама не откажусь, во-первых, подготовить для тебя чай. Спасибо большое за заботу. Чтобы и бодрость, и прилив сил в нам в это утро было, а мы потом смогли им делиться с нашими телезрителями. При этом, кстати, люблю крепкий чай, никогда пакетик, вот если пакетированный чай, никогда его не вынимаю, он до последнего у меня там заваривается. Возможно, это неправильно. Также многие употребляют чай с сахаром. Он у нас тут присутствует. Нужен для тебя сахар? Нет, спасибо. По мне видно, что я сахар не ем, и печеньки тоже тебе. А по мне видно, что я их ем. Вот, поэтому, да, чай на самом деле замечательный напиток, бодрит хорошо, он такой теплый, уютный, мне кажется, намного приятнее, чем кофе, да и все-таки чай на Руси, как мы можем вот понять. Чаепитие вот эти Чаепитие, оно вот, появилось да. раньше того же самого кофе, и, в общем, близкий нам по духу напиток все-таки. Ну а какие еще события сегодня, 12 января, отмечаются в мире? Какими событиями отметилась история человечества в этот день? Узнаем сейчас. На календаре 12 января. Сегодня отмечают День работника прокуратуры Российской Федерации, День горячего чая, День работай усерднее, День придерживайся своего новогоднего решения. По народному календарю чтят память святой Анисии Солунской. На Руси в этот день было принято охотиться на кабанов, резать свиней и готовить блюда из внутренностей, любимым из которых был начиненный желудок. Также в этот день было принято обращаться к святой Анисии с молитвами об избавлении от болезней желудка. В этот праздник запрещается заниматься рукоделием. События в этот день. День открытия добровольного спортивного общества «Локомотив». Началась операция «Искра», в результате которой была прорвана Ленинградская блокада. Впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бетфорд. Состоялось обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Подписан протокол о запрете клонирования человека. Крупнейшее в мире круизное судно «Куин Мари» совершило свое первое плавание через Атлантический океан. В этот день родились Шарль Перро, французский писатель-сказочник, поэт и критик. Михаил Спиранский, российский государственный деятель эпохи Александра I, реформатор. Джек Лондон, американский писатель, автор приключенческой литературы. Михаил Гуревич, советский авиаконструктор, совместно с Микояном проектировал реактивный истребитель МиГ. Игорь Курчатов, советский физик, академик. Сергей Королев, советский ученый, основоположник практической космонавтики. Жан Делануа, французский кинорежиссер. Вадим Шефнер, советский поэт и писатель-фантаст. Борис Химичев, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Раймонд Паулс, советский и латвийский композитор, пианист, дирижер, политический деятель. Владимир Мулявин, советский и белорусский музыкант, композитор, народный артист СССР. Харуки Мураками, японский писатель и переводчик. Рената Литвинова, российская актриса, режиссер, сценарист, телеведущая, заслуженная артистка России. Именины сегодня отмечают Макар, Лев, Даниил, Антон, Мария, Ирина, Арина, Анисия. Студент медицинского института Северо-Восточного федерального университета Чуши Матиус из Замбии рассказывает о жизни в Якутии в своем ТикТоке. На одном из своих видео, снятом в Тампонском районе, он показал, как обливает себя водой при температуре минус 46 градусов. Невероятно. Я бы на такое не отважился. И сегодня вы гость нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Да. Матис, с 2015 года, если не ошибаюсь, ты в Якутии живешь, учишься в медицинском университете. Почему именно Якутия, почему именно медицинский университет? Почему именно медицинский институт? Потому что когда я был маленький, я с мамой
ходил в клинику. И там заметил, что типа, врачи не берут достаточно, большая очередь, люди типа умирали в очередь. И, в конце концов, я решил, что, я хочу стать, врачом. Чтобы хоть как-то исправить лучшую сторону этой ситуации. Да. То есть по окончанию обучения вы планируете вернуться на родину? Да, но я хочу еще поступить на ординатуру здесь. Да. А почему именно Якутия, да? То есть с медициной определились, почему именно Якутия? Это долгая история, но я стараюсь покороче, сказать. Просто я получил грант от государства, да. И там надо было выбрать, какой город я хочу. Хотя я сам из большого города, но мне не нравится жить в большом городе. И я сказал, что просто я хочу маленький город в России. И через неделю, 2 недели позвонили, что мы нашли маленький город. И я посмотрел, конечно, отказался, что туда не поеду, очень холодно. Но все они сделали, у меня не было выбор. Поэтому... И вот. Как ваши первые впечатления, когда вы сюда приехали, вот тогда, в 2015 году? Это, холодно. Да, было очень холодно. Как давно вы развиваете свой YouTube-канал? Я почти год назад начал, но не очень активно, просто как хобби. Но это было больше для того, чтобы вашим землякам показать Якутию? Не только мои земляки, другие тоже страны мира. И вот, поэтому... В принципе, людям показать, кто здесь не был, что это такое. Да. И одно из самых первых видео, о котором заговорили, причем у нас в Якутии, это как раз-таки прошлой весной, когда вот это видео, где вы радовались снегу. После этого события выросла ли активность вашего YouTube-канала? Началось ли сотрудничество с какими-то нашими другими людьми? Пока нет, потому что у меня учеба идет, постоянно учусь из-за этого. То есть все-таки учеба сегодня на первом месте, так или иначе? Да. Как просто порой бывает, что люди начинают заниматься блогингом и так далее, понимают, что тут тоже классно, мне нравится. Но это тоже похвально, что все-таки медицина, вообще врачебное дело, это благородное дело, и что ты ее до сих пор ставишь на первое место и продолжаешь это делать. Это похвально. А вот то, что как раз-таки в Тампонском районе вы обливались в минус 46, это как раз-таки рекомендация будущего доктора? Закаляйтесь? Или же это было испытание для самого себя? Потому что я это давно хотел попробовать. Для меня тоже сначала было страшно. Я думал, что может быть я умру. И после этого, когда я все делал, мне стало вообще ощущение, которое я даже не могу объяснить. Да. Вот говоря возвращаясь в 2015 год, когда ты приехал в Якутию, ты уже сказал, что когда тебе сказали, поедешь в Якутию, холодно, не хочется, возможно, нет. А как потом привык к этому климату, к этому образу жизни, возможно? В первую очередь надо дружиться с местными, они очень сильно помогают, и надо тепло одеваться, и все. У вас не только вы студенты Замбии, то есть у нас тут в Якутии, вы как-то поддерживаете связь вместе? Есть ли уже какое-то землячество? У нас такое, да, есть. У нас даже группа WhatsApp, там мы помогаем друг другу и так далее. Да. Что касается вашего TikTok-аккаунта, как вообще ваши родители, может быть, знакомые, близкие смотрят, как вы в такой холод обливаетесь, обтираетесь снегом, Потом сообщения пишут: сынок, надень шапку. Да. Просто они думают, что я с ума сошел, они так сейчас пишут, я нет, нормально, вот, именно так. Хорошо, в принципе, все сильно переживают вообще. Раньше они очень сильно переживали, а сейчас нет. Да. Это у них там нормально. Да, уже самостоятельный парень, и вот, да. Так, по поводу планов медицинских ты рассказал, хочешь еще в ординатуру поступить. Еще помимо именно образовательных, есть ли какие-то планы, связанные с блогингом, связанные с Якутией, может быть, с Россией? Я хочу очень сильно развивать свой канал, чтобы не только Якутск, я еще хочу поехать на север,
чтобы, потому что говорят, что там живут, ну, мало чистых народ. Вот я тоже это хочу посмотреть, как они живут, поэтому я очень сильно, ну, хочу развивать свой канал, чтобы я от, ну, этого канала могу зарабатывать и сам поехать туда. Вот. На север. Мы желаем вам успехов. Во-первых, берегите здоровье, как доктор, вы должны помнить о том, что это очень важно. Ну и, конечно же, дальнейшего вам развития. Ну и чтобы наша республика вас радовала не только зимой, но и летом, весной, вообще во всех сезонах. И вы продолжали влюбляться в нашу Якутию. Удачи, успехов в ваших начинаниях. Спасибо, что в это утро пришли в нашу студию. Но мы продолжаем. Сейчас мы прервемся на небольшой перерывчик, после которого вернемся и поговорим о рейтинге курортов российских, какой из них оказался самым дорогим в этом году. Также еще много полезной информации для вас в это утро, так что, друзья, оставайтесь с нами. В том числе поговорим об уходе за лицом. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. 3 новых особо охраняемых природных территорий планируют создать в Якутии до 2024 года. По нацпроекту «Экология» планируют основать заповедник Большое Токко, федеральный заказник Лаптево-Морский и национальный парк Момский. Отметим, наша республика – один из немногих регионов, где охрана природы возведена в ранг государственной политики. Действует система особо охраняемых природных территорий, которая объединяет 235 объектов. Из них 7 имеют федеральное значение, в том числе национальный парк Ленские столбы, всемирное наследие ЮНЕСКО. 130 объектов признаны особо охраняемыми территориями регионального значения, 98 местного муниципального. Сельским медработникам разрешили продавать лекарства. По сообщению пресс-службы Минздрава России, такая мера поможет обеспечить лекарствами жителей сел, в которых нет аптек. При этом ранее продавать препараты могли только фармацевты. Между тем, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с инициативой создания государственной сети аптек в регионах России. Это позволит контролировать ценообразование на аптечном рынке и не допускать спекуляций на здоровье граждан. Строительная готовность нового детского сада по улице Кузьмина в Якутске составляет 100%. Для открытия заведения осталось только получить лицензию. Новый детский сад возведен по нацпроекту «Демография». Это трехэтажное здание на 240 мест. Общая площадь объекта более 3000 квадратных метров. Согласно проекту, в здании имеется 12 помещений для групп, зал для занятий физической культурой, медицинский отсек, пищеблок, прачечная и прогулочная веранда. В детском саду также планируют обучать детей с речевой задержкой. По данной программе должны набрать 2 группы по 20 детей. Торжественное открытие детского сада намечено на 21 января. Детский сад будет реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, которая разработана на основе программ «Мозаика» федеральная, «Первые шаги для детей раннего возраста», «Вдохновение» и другие программы. У нас будут открыты 5 групп с якутским языком обучения. В этих группах будет реализовываться региональная программа «Кустук». И, конечно, будут созданы специальные условия в группах. Центры будут созданы. В коридорах детского сада тоже будут учтены наши региональные компоненты. Далее о спорте. За прошедший год юношеская сборная Якутии по шашкам на официальных первенствах России и мира завоевала в общей сложности 83 медали. Из этих наград 33 шашисты завоевали на первенствах мира. Это 11 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых наград. Другие 50 они выиграли на первенствах России. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шашек Якутии Николай Стручков. Отметим, что сегодня в Якутске стартовало первенство республики по русским шашкам среди юношей и девушек. Заявки на участие в соревнованиях подали более 120 юношей и 110 девушек. К этому часу это все новости. Хорошего дня.
Это «Утро Якутии». Поговорим сейчас о чем? О дорогих самых курортах. Точнее... О туризме по стране. Туризм не нашей. только по стране. По информации, по данным крупнейших российских туроператоров, так известная ассоциация туроператоров России, первое место в рейтинге самых дорогих туров по России в 2021 году занял, угадайте что, это Сочи. Тут и гадать не Причем надо. некоторые поездки на главный курорт страны по цене оказались сопоставимы, сейчас внимание, с турами на Мальдивы и в Мексику. Например, в феврале прошлого года компания друзей из 15 человек забронировала свой отдых в горном кластере Сочи на 6 дней с проживанием в 5-звездочном отеле плюс завтраки. Также туристы через туроператора дополнительно купили индивидуальный трансфер до Сочи и обратно на комфортабельных автомобилях и ски-паске. Авиаперелет туристы оплачивали самостоятельно, и цена турпакета составила более 7 миллионов рублей. Если в 2019 году в топ-10 самых дорогих внутренних туров у массовых туроператоров пошли туры от 600 тысяч до 2 миллионов 100 тысяч рублей, то в прошлом, 2021 году, рост максимальных цен был очевиден. В десятку попали туры свыше 800 тысяч до 10 миллионов рублей. Между тем, предложения в 500-800 тысяч рублей за отдых в Сочи окончательно перестали быть редкостью. Говоря про сопоставимость с Мексикой и Мальдивами, у меня закономерный вопрос, что же предлагают что Сочи? мне может дать Сочи за те же Кроме деньги? темных ночей, да? Как говорится, собрался с семьей в отпуск, посмотрел стоимость Кроме темных ночей, перелетов. чурчхелы и шашлыка. Ну, а также... Я понимаю, чурчхелы Галька, нет на море. Мальдивах. Но Ну, Мальдивы — это Мальдивы, а где вот ты еще... где чурчхелу поешь? Конечно, тем более, вот. Да. На самом деле, может быть, Там я оправдан. кукуруза вареная. Нет, просто иногда смотришь на цены именно как раз-таки авиаперелетов и вообще там проживания, хотя бы даже если не в сезон ехать, и понимаешь, что не особо так и устал. А если, допустим... Но с другой это- стороны, да. я думаю, надо все-таки с пониманием относиться к этому, потому что нужно понимать ценообразование, экономика. Это очень такие важные вещи, которые на все влияют, и, соответственно, и вследствие многих факторов складывается такая цена. В том числе, конечно, не стоит забывать про последние 2 года, когда туризм достаточно, выездной туризм ограничился очень сильно, поэтому, не будем сравнивать Мальдивы и Сочи. Опять же, Не вспомним были в про Мальдивах чурчхелы. и нечего начинать. Не были в Мальдивах и... Как говорится, главное, друзья, это отдыхать телом и душой. А на лице у нас иногда бывает написано о том, необходим ли нам отдых, или же все-таки мы не устали от работы. И бывают такие ситуации, что когда иногда действительно вроде бы всю ночь спишь, отсыпаешь свои положенные 8 часов, с утра просыпаешься так, как будто бы всю ночь работал где-то на горной шахте. И мешки под глазами, и вид не свежий, и надо как-то решать эту проблему. Особенно Как для будто нас. всю ночь трудился за отдых в Сочи. Конечно, особенно для нас с тобой это актуально, потому что мы как раз-таки должны своим красивым лицом сказать «доброе утро». Конечно. И чтобы люди знали, что утро действительно доброе. При этом в ход идут все возможные маски. Сейчас косметологи и вообще вот эти все средства, они предлагают большой спектр на каждого потребителя, по всем требованиям и вообще по индивидуальным даже предпочтениям. Но всегда славились именно народные средства, которые были как раз-таки проверены временем. Для начала вообще позаботиться нужно о выведении лишнего из организма. То есть это мы уже начинаем говорить о том, как заботиться, ухаживать за организмом своим для свежего вида. Детокс. Употребляйте, во-первых, продукты, богатые калием, ведь калий как раз-таки в организме отвечает за удаление воды из клеток. Самое простое, что можно сделать, это съесть банан или выпить отвар шиповника. В принципе, продукты доступны для каждого. Далее необходимо сделать маску от отеков на лице. Существуют рецепты этих масок и компрессов, которые передавались как раз-таки из поколения в поколение еще нашими бабушками. Изначально действие таких средств определяли экспериментальным путем, а в наши дни эффективность многих домашних масок для снятия отечности была доказана еще и с помощью современных знаний химии и биологии. Компоненты используются только натуральные. Это травы, овощи, фрукты, другие продукты, которые есть в каждом доме. Главной целью процедуры является, конечно же, быстрое устранение мешков под глазами и других признаков отечности. Рассмотрим несколько популярных противоотечных рецептов. Например, картофель богат калием. Он способен избавить клетки от
лишней воды в кратчайшие сроки. Его нужно отварить в мундире, очистить, размять, добавить в столовую ложку. И мы как раз в студии все вам, Столовую друзья, ложечку покажем. сливок или молока. Мгм. И вот неспроста я уже... Да, Паша, я за тебя очень переживаю, плохо ты выглядишь, Спасибо. поэтому я хочу за тобой в это утро поухаживать. Картофель мы уже размяли с твоей сильной руки. Вот, пожалуйста. Картофель был отварен в мундире. То есть почему так было необходимо? Потому что как раз-таки в кожуре сохраняются дополнительные микроэлементы и полезные вещества, которые... насколько вы понимаете, друзья, мы маску будем делать, которую наносим на лицо. А лицо нужно беречь, так что чем больше и полезнее будет Столовую ложечку ингредиенты. молока нам нужно добавить. Да, молока мы сюда добавляем. Все это тщательно в кашу такую перемешиваем. Все желательно, чтобы, во-первых, молоко было чуть теплее комнатной температуры, но при этом, чтобы оно не обжигало и чтобы оно не было слишком холодное. Немножко тут приберемся. Да, это у нас творческий беспорядок такой процесс. Производственные моменты. Мгм. Самое простое, что можно сделать, это сделать патчи. То есть, во-первых, много времени это у вас с утра не займет, то есть ингредиенты можно подготовить накануне. Вы наносите вот эти патчи, берете просто тот же самый простой ватный диск, делите его на две половинки, на две луны такие, и аккуратненько наносите. Ну, я, наверное, как в лучших косметологических салонах, немножко откинусь. Вот так. Да, вы можете откинуться, у вас будет 20 минут, необходимые вам. Как раз-таки за это время вы можете заняться приготовлением завтрака. Также, может быть, если вы с утра предпочитаете медитацию или отдых. Вот как раз-таки все ингредиенты для завтрака у нас также уже подготовлены. У меня очень такие аналогии прошли в голове. Например? Ингредиенты для завтрака уже готовы, они на патчах под моими глазами. Не на патчах, да. Кстати, многие говорят, что можно еще добавить вот как раз-таки к перетертому картофелю немного петрушки, потому что петрушка очень тоже хорошо вводит антиоксиданты. Как раз-таки это нам и нужно для свежего, бодрого. А есть такое одно известное правило, как говорится, ешь вареное, ешь зеленое. То есть все, что отварено, все, что зеленого цвета, это наиболее полезно. Вот таким вот образом, друзья. Вот если Вот у таким вас... вот образом ты выключила из эфира своего соведущего. Я просто хочу, чтобы ты немножко отдохнул. Спасибо. Да, и продолжил со мной вести эти эфиры. Ну и, друзья, вот, если у вас все на утро, на завтрак готово, в принципе, вы можете досыпать вот эти вот необходимые 20 минут с этими патчами под глазами. А также все необходимые, вообще доступные ингредиенты, они есть у каждого на кухне. Можно еще... Ты вот прямо на глазах становишься лучше и краше. Да. Работает? Конечно, работает. Ты сразу как будто бы в Сочи, в городе побывал, который почти как Мальдивы. И еще многим, наверное, известно, все помнят, знают, что у нас любят протирать дольками огурца лицо. Как раз-таки оно его, во-первых, высветляет, и еще и тонизирует. Если огурца не оказалось под рукой, можно побаловать себя сладкими витаминками, допустим, половинку яблока. Также вы можете вырезать форму луны и сделать патчи. Вот Ну так что вот, ж, вот друзья. такой полезный совет с самого утра. Время еще воспользоваться им у вас есть. Я, правда, вот не знаю, слышно ли меня хорошо, на мне вот этот фартук Ну, это чтобы ты рубашку не испачкал. по понятным причинам. Тем не менее, дорогие друзья, хорошего вам настроения, пользуйтесь советами нашими, тоже хорошейте на глазах вместе со мной. Хорошего вам дня, отличного настроения. Завтра мы вновь увидимся в этой студии. Всем пока!